здесь нравится, здесь мы играем, мы рисуем, и мне еще весело, потому что здесь я общаюсь со своими друзьями. Потому что мне нравится читать, там рисовать, играть. Здесь добрые учителя, они никого никогда не ругают. Потому что есть такие рисунки, маму рисовать или папу. И бывает еще мы рисуем природу. Иногда рисую девочку, домик, школу. Мне нравится СДЮ, потому что тут все добрые. Они никогда не ругаются. Они никогда не ругают нас, если мы что-то неправильно сделаем. Они говорят потихоньку, не грубо. Мне здесь нравится, что мы правила сами придумываем, что играем в разные игры, хорошо относимся друг к другу. Мне очень понравилось здесь. Мне нравится, вот как педагоги обращаются, как они принимают тепло и как принимают нас в наш дом. Я считаю, что СДЮ – это самое лучшее, что есть на сегодняшний день в Абхазии. Это единственная, наверное, организация, которая занимается детьми по-настоящему, который что-то для них делает. И вообще для меня очень многое значит СДЮ, так как я здесь не первый год. И самые яркие, можно сказать, лучшие моменты моей жизни связаны именно с Домом юношества. Ну, для меня лично СДЮ – это прежде всего стены, в которых я выросла. Он стал для меня чем-то очень родным. Здесь как бы работают замечательные, на самом деле замечательные люди, которых я всегда очень рада видеть, и потому меня тянет сюда какое-то тепло. Для меня СДЮ вот за 5 лет, которые я хожу туда, уже стал чем-то таким родным и близким, что как в те дни, когда я уже туда не хожу, мне кажется, что вот чего-то не хватает и что-то отсутствует. Но это не только вообще необходимость, да, для нашего общества, для детей, но это также просто, мне кажется, успех самого СДЮ заключается в самих руководителях во главе с Аидой Георгиевной и Еленой Владимировной. А вот им удалось создать тот уют, сплоченность, благодаря чему вот именно к ним тянутся дети, получают удовлетворение и опять же возвращаются. Во-первых, здесь преподается такая информация, которую нигде больше как бы не познаешь. Здесь, во-первых, много чего нового, разные, как сказать, темы обсуждаем, дебаты здесь есть, и конфликтология, разные науки, как малый бизнес. Вообще хотела бы поблагодарить Аиду Георгиевну, Елену Владимировну, многих учителей, почти всех учителей, психологов за то, что они практически в течение 7 лет работают с детьми, дарят им свою улыбку, свою любовь. И это прекрасно, что в нашем городе есть такое место, куда каждый ребенок может прийти, записаться, найти и обрести новых друзей. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить СДЮ с 7-летием. Здесь прошло почти половина моего детства. Уже около 4-5 лет. Я здесь познакомился с многими хорошими людьми, заимел очень много друзей, и встреча с ними всегда манит сюда. Здесь меня научили много чему. Вот, например, наш клуб Дюна, да, я прошла конфликтологию, малый бизнес и так далее. Это очень мне помогает в жизни. Я считаю, что у нас больше должно быть таких организаций, которые, они очень нужны нашему обществу, особенно после войны. Они помогают реабилитироваться детям. И если бы было побольше таких организаций, думаю, страна бы от этого только выиграла. Я учусь в университете, и как бы СДЮ помог мне выбрать ту специальность, по которой я сейчас учусь, и надеюсь, что и в дальнейшем он будет процветать. И желаю всего самого наилучшего всем учителям, педагогам и самим детям СДЮ. Во-первых, здесь достаточно теплая атмосфера, очень хороший коллектив, очень дружные люди, они с пониманием относятся, как бы с пониманием, с любовью относились ко мне, будучи как питомцем СДЮ, как мы сами себя называли. И сейчас они очень понимающие и любящие относятся ко мне как к волонтеру. То есть они как бы
ну, не знаю, тут очень теплая атмосфера, очень дружная такая, то есть здесь приятно работать, приятно находиться, и всегда хорошее настроение, с удовольствием идешь на работу. Ученики разные. 7 лет, что прошли, эти дети уже, которые, вот, допустим, в начале были, уже закончили университеты, высшие учебные заведения, и они даже в летние периоды приезжают к нам и в обязательном порядке встречаются со всеми теми педагогами, которые их здесь вот обучали. Азалымдара ҳаҟәга, агәаҟра ҳахга, ҳажәа еиқәырха, ахәахәа ҳацәнарха, блахало ҳзыԥшы, ҳхьаақәа зегь хәышәтәы, аҵара ҳгәарԥха. Это очень большой, очень интересный и очень сложный такой организм. Это теплый, веселый, радостный дом, в котором можно экспериментировать, можно придумывать, можно смеяться, можно делать что-то совершенно необычное, не похожее на то, что делают в школе. Это дом, где работают очень интересные, очень такие какие-то значимые, что ли, каждый сам по себе, люди, с которыми всегда интересно, и у каждого из которых можно чему-то учиться. Всегда. Я, например, не знаю больше в Абхазии никакого другого места, в котором бы детям было так хорошо, и которое так думало бы о детях и заботилось бы о детях. И столько замечательных людей, собранных в одном месте, и так любящих детей, так преданных своему делу, фанатично преданных, потому что, не знаю, может, кто-то считает, что здесь какие-то супер высокие зарплаты, и как бы это стимулирует, но нет, потому что бывают периоды, когда мы волонтерим, и, в принципе, мы всегда готовы к этому, так, бескорыстно работать. Для меня ИСДЮ – это второй дом. Даже, может быть, и не второй, а первый. Мне так не хочется возвращаться домой. Как бы вот я живу тем, что я знаю, что вот завтра я пойду на работу. И воскресенье для меня это очень скучный день. Я очень люблю детей, очень люблю наш коллектив, он просто необыкновенный. Вот. И для меня ИСДЮ это все. Это все почти творческие люди. С ними интересно всегда, весело, приятно общаться и работать. Но еще, конечно, общение с детьми. Потому что, как бы я поняла сейчас уже на этом этапе жизни, что это для меня очень важно и очень интересно. Я очень хочу со своей стороны сделать все, чтобы нашим детям было легче жить, легче адаптироваться в современных условиях и послевоенной, и теперешней уже ситуации экономической, потому что им трудно. Мы делаем дело, которое нужно. И если я знаю, что если мы упустим это поколение, мы упустим будущее Абхазии. И если мы какой-то маленький вклад, маленькую лепту вносим в это, я думаю, что мы делаем большое дело. Поэтому я хочу, чтобы Дом юношества жил долго. И те плоды, которые он приносит, и те семена, которые он, в общем-то, в эту нашу жизнь вбрасывает, вот чтобы эти семена дали плоды. А у нас уже есть, слава Богу, уже возвращаются наши первые дети, наши первые ласточки, которые уже заканчивают высшие учебные заведения, и они приходят сюда и говорят: мы хотим быть волонтерами, мы хотим быть добровольными, мы что-то хотим сделать. Это плод коллективного такого творчества. Это получилось вот за 7 лет, получилось то, что получилось. Вот такой вот дом с большим количеством обитателей, очень шумный, неугомонный, а очень живой. И мне кажется, что, может, когда-нибудь, не сразу, наверное, а когда-нибудь потом, мы действительно осознаем, что это такое вот в нашей жизни. Сегодня трудно говорить, но я-то чувствую, конечно, что это очень много места в моей жизни занимает. Для меня ИСДЮ это прежде всего друзья, наверное. Дорого ИСДЮ для меня. Я также хотел бы поздравить с днем рождения, 7 лет уже.
Поздравляю Дом юношества с 7-летием, желаю ему дальнейших процветаний, побольше детей, всего самого наилучшего. На сегодня я хотел бы поздравить Сухумский дом юношества с 7-летием. Поздравляю. Хочу, чтобы вот так в дальнейшем работали и много-много для детей сделали, чтобы так в дальнейшем было. Хочу поздравить с 7-летием и чтобы в дальнейшем справляли 70-летие. И как бы мне очень хотелось пожелать Дому юношества долголетия, чтобы все дети имели возможность ходить сюда, посещать различные секции. Я считаю, что это очень полезно для всех. Вообще хочу поздравить Дом юношества с днем рождения. Желаю ему процветания и главное, чтобы его деятельность никогда не кончалась, а чтобы он жил и учил детей. Истахуб ацарар губхаларц ахучка. Иргубхаларц агуахра рурц апсо бисшвацара уизхату бисшоги нас гера хара حنتكار يكون خوچکواز زگری بسشا بزیر باری رزار و دارد اکرزاز کو کاکونی قلوتیز بانزره بسشا ари и дызкалуакоп. И мне очень хочется пожелать нашему Дому юношества, чтобы у нас было как можно больше творческих и желающих писать детей, и чтобы все они, для каждого из них наши двери всегда были открыты, и каждый из них мог найти под крылом нашего дома уютное, доброе местечко для себя. А пожелать СДЮ хочу всего-всего самого-самого, процветания. 7 лет – это здорово, потому что цифра 7, она волшебная, она счастливая. И с ней я связываю какие-то еще лучшие перемены в жизни СДЮ и больше творческих полетов, успехов коллективу и удачи. Цвети, расти, будь все краше и краше. Что такое СДЮ, я, пожалуй, спою. Вы не знаете то место, где находится оно. Можно еще сначала? Дубль 2. Потом все это режете, вырезаете, правильно? Фу, 60. Вы же будете вырезать? Да. Ну, куда смотреть-то? Это не надо говорить. Это вы потом уберете? Могу еще раз сказать. Вот так мы и живем. Что такое СДЮ, я, пожалуй, спою. О, стихами заговорил. Вы не знаете то место, где находится оно. Место, где все время детство, там, где каждый день кино. Там, где чудо бесконечно, там, где все всегда поют. Я отвечу вам, конечно, я отвечу вам, конечно, я отвечу вам, конечно. Это место СДЮ.